Это получается первый, второй корпус, третий, четвертый. Вот они на третий, четвертый зеркально первым, второму корпусу. Первым делом представители Федеральной дирекции спортмероприятий отправились в высокогорный лагерь РЗИ. Здесь планируется проведение некоторых дисциплин комплекса ГТО, а также размещение команд участников фестиваля. Гости внимательно осматривают всю территорию и убеждаются, что для студентов соревнования и размещение в лагере РЗИ пройдет максимально безопасно и комфортно. Все должно соблюдаться, да, согласно там и Роспотребнадзора, да, и важные какие-то, чтобы вообще было удобно и комфортно, как бы в любом случае, да, всем абсолютно, как бы поэтому, ну, лагерь здесь хороший. В РЗИ точно классно. Готовность у нас на высшем уровне. Все комнаты у нас проведены после летней оздоровительной кампании, они все обновлены. У нас спортивные площадки тоже находятся в очень хорошем состоянии. Столовая тоже соответствует нормам и требованиям Санпина. Далее гости отправились в РСТЦ «Мужичи», где разместят 22 команды. Отжимания, подтягивания. Это у нас на зране. Это все здесь можно. Это если мы линии поставим, да? вот эти мобильные. Поставим. Ну, мобильные линии. Ну, сейчас посмотрим, что на улице. В первый день фестиваля здесь пройдет церемония открытия, а также ряд дисциплин комплекса ГТО, одна из которых – стрельба из электронного оружия. Территория большая, спортивные объекты, ну, локально, скажем так, есть, и в достойном состоянии внешнего вида можно проводить здесь испытания. Спортивный зал новый, свеж, чист, приятен. Соответственно, данный объект был в том числе выбран из-за того, что здесь есть возможность для проведения данного фестиваля. Представители Федеральной дирекции спортмероприятий отправились в физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Сунжа, где также будут проводиться соревнования, одно из которых по плаванию. Конечной точкой для гостей стал центральный стадион имени Рашида Аушева в Назрани. Итоги такие, что сейчас мы проведем установочное совещание, определим ответственных лиц за каждое направление, ну, закрепим это все, наверное, протокольно. И надеюсь, что республика получит действительно настоящий праздник, который мы запланировали и будет проведен в ближайшие недели. В самой программе фестиваля выполнение нормативов комплекса ГТО по разным видам испытаний. Наклон вперед, поднимание туловища, прыжок в длину с места, бег 6, 100, 2000 и 3000 метров, плавание на 50 метров, метание снарядов весом 500 и 700 граммов и стрельба. Для участников фестиваля создадут комфортные условия, а красота нашего региона сделает их пребывание особенно приятным. Ингушетия прекрасна, горы самые красивые на Кавказе. Вот, отдельное спасибо главе республики Махмуду-Али Махшариповичу, что принял нас, вот, председателю правительства Владимиру Владимировичу Сластенину. Поэтому я думаю, что при поддержке таких должностных лиц республика будет цвести и расцветать. Организаторы Всероссийского фестиваля «Готов к труду и обороне» и Министерство спорта Российской Федерации совместно с Минспорта Ингушетии. 9 сентября наш регион примет почти 400 участников фестиваля. Мария Амбата, Султан Мугушков, Магаз 24.